Очень приятно. Здравствуйте. Очень приятно, наконец, снова приехать на родину, в Кыргызстан. Пока еще не верится, потому что мы еще только прилетели буквально вчера. Большой, долгий перелет был. И да, каждый день просыпаюсь и думаю, я здесь. Наконец-то это свершилось. Очень я рада и очень рада, что в этом году все-таки удалось. Долго планировали, когда же можно приехать. Начали, мне кажется, с сентября, и по обстоятельствам приходилось переносить приезд, но наконец мы здесь. Спасибо. По поводу планов, планы такие же, как и были, продолжать тренироваться, продолжать защищать свой пояс в моей весовой категории 125 паундов, это 57 килограмм. Чем больше, тем лучше. И каждый раз совершенствоваться, чтобы в каждом бою показывать боевые искусства как искусство ведения боя с наилучшей техникой, и чтобы действительно это было как бы не просто уличная драка какая-то, у кого голова сильнее или что-то такое, чтобы показать боевые искусства с другой позиции. По поводу Аманды, я не думаю, что это действительно тот момент, когда нужно на чем сосредотачиваться, потому что мне не нужно ждать, пока она будет в хорошей и не в хорошей форме, потому что наш второй бой, он показал, она была в шикарной форме, и я его выиграла, этот бой. И Аманда, как бы, я считаю, что она сама избегает этого боя, но, как я говорила и буду говорить, я всегда готова с ней драться в любой момент. То есть здесь уже как бы, как UFC, они, когда захотят этот бой сделать, тогда я буду готова. Добрый день. Кончай Балкабекова, корреспондент информагентства «Вести Тигры». У меня вопрос относительно вашего дебютного фильма «Синяка». В своем интервью в Sport Illustrated Хелли Берри отметила, что вы на второй же день сломали два ребра. Буду поподробнее рассказать, как получилось. Какая у вас неправильная информация, включая название фильма. На самом деле фильм называется «Удары». Это его официальное название на русском языке, а на английском его оригинальное название «Bruised», как «Bruised» называется, да. И на самом деле травма, которая произошла, она произошла на съемках фильма. Перед съемками мы занимались с Хейли в течение 2 месяцев, работали над хореографией, связками, которые мы будем использовать в фильмах. И, конечно, это была такая напряженная работа достаточно, потому что по 5 часов в день мы тренировались. Она плюс к этому еще у нее обязанности были как не только как у актера, как у актрисы. Она должна была тренироваться, решать какие-то организационные вопросы, и также как режиссер внимательно, как бы, поэтому на нее очень была большая нагрузка. Травма произошла уже на съемках. Съемки проходили в течение 5 дней. 5 дней мы каждый день снимали 1 раунд. Начинали в 5 часов утра, заканчивали в 12 часов ночи. И когда идет такая долгая физическая работа, и когда каждую связку нужно сделать в полную силу, и красиво, и так, чтобы идеально было. И это не 1 раз, а на протяжении 12 часов. Естественно, как бы физически просто устаешь. И, если честно, даже как бы никто не знает, в какой момент произошла травма, потому что это спорт. Это спорт, он всегда будет, всегда травмы присутствуют. И несмотря ни на это, Хелли, она до конца, она, конечно, и еще добавлю, что бой, это была финальная сцена, и мы ее снимали в самом начале, то есть это были первые съемки, которые происходили в фильме. И я считаю, что все прошло хорошо, несмотря на травмы, потому что да, каждый был заряжен своей идеей и своей целью. Но знаешь, для меня нету цели спускаться в минимальный вес, потому что смысла нету. Как бы, да, это предоставляет, то есть ты должен будешь гонять вес, неизвестно, насколько твои выступления, твой перформанс, насколько он хороший будет. Это, естественно, нужно как тестировать, то есть делать все полностью до настоящего боя, полностью высогонку и полностью имитацию боя. Но мне это не интересно.
спускаться и выступать в 52 килограмма. На самом деле 57 килограмм – это мой идеальный вес, идеальная весовая категория. И то в этом весе я не самая крупная. Планирую пробыть здесь, надеюсь, подольше. Несколько недель, может быть, больше. Все будем смотреть, насколько это возможно. И посмотрим. Но мне бы хотелось, чтобы это было не меньше 2 недель. В прошлый раз было достаточно быстро. Ну, вообще, я считаю, что, конечно, в будущем, да, обязательно нужно открывать академию, но, допустим, если мы говорим о сейчас, моя мама, она президент Федерации тайского бокса, и у нее есть ученики, она с ними плотно занимается, вывозит на чемпионаты мира, на чемпионаты Азии, и я думаю, что, конечно, если мы говорим о академии, то мне бы хотелось принимать в этом более участвовать в этом, принимать участие напрямую. Но в данный момент, когда мы говорим о спортивной карьере как профессионального бойца действующего, я думаю, это как бы 2 таких направления, которые просто несовместимы. Это либо ты занимаешься одним, либо ты занимаешься другим. И в данный момент для меня именно как карьера бойца это номер 1. Класс. Ну, я думаю, что это такой интересный вопрос. Если мы говорим о бое как о бое, вряд ли у кого-то возникает желание прям пойти и подраться против кого-то, да? Может быть, если это танцы или что-то, да, есть какое-то такое. Но если бой, ты как бы понимаешь, что это нелегко. На бой нужно выходить сосредоточенным. Бой, это ситуация, он может выигрышным быть, может быть проигрышным быть. Ты не знаешь, ты только готовишься к нему своим наилучшим образом, и ты делаешь все, чтобы его выиграть. Поэтому это очень тяжелая работа, это очень сложно готовиться к бою. Это очень психологически и физически требует большой концентрации. Поэтому я бы даже не стала говорить, ну прям вот хочу с этим драться, хочу с тем драться. Потому что для меня цель номер 1 – драться с лучшими. И говорим о моей весовой категории, это неважно кто. Лучшие, если ты доказала, что ты претендент номер 1, я буду с тобой драться. То есть это для меня. На самом деле, именно как опыт как актера, это не был первый, потому что я закончила Институт искусств имени Бибисары Бишеналиевой, и моя профессия это кинорежиссер. Но, конечно, если мы говорим о фильме такого масштаба, то да, это первый фильм, тем более Хелли Берри как главная актриса, как режиссер фильма, и впечатления у меня только самые положительные, позитивные. С ней очень приятно работать, она очень простой, искренний, добрый человек, и как режиссер она, я считаю, что обладает таким качеством, когда она может донести свою мысль, что она какой видит кадр, как она хочет, чтобы ты сделал или что-то в этом направлении. И вот для нее не надо как бы много слов говорить. Она как бы скажет 2-3 слова, но это будут точные слова, которые именно передаст ее настроение. Кыргызстан – это моя родина. Даже больше не скажешь, ни больше, ни меньше. Да? Это страна, в которой я родилась, которая воспитала меня как человека. Как я говорила и говорю неоднократно, закалила мой дух как спортсмена, которая дала самое, я считаю, мне важное и как человеку, и как спортсмену. Это спасибо. Закалила, как я сказала, мой дух, характер и то есть вот эти основы, которые необходимы, на которые ты, когда ты растешь, когда ты делаешь что-то в жизни, на которые ты опираешься, которые ведут тебя по жизни, да, допустим, такие как дружба, как ты, допустим, если ты пообещал что-то сделать, ты обязательно это выполняешь, то есть ты держишь слово, то есть это все я получила здесь, потому что я считаю, что наша страна это очень такая уникальная страна, где очень добрый народ, хорошие люди, прекрасная природа. О кухне я просто не говорю здесь, потому что это одна из моих самых любимых, самая любимая. И я
всегда думаю о Кыргызстане, всегда хочу приехать, всегда хочу остаться здесь подольше времени. И каждый раз я просто искренне очень рада, когда я здесь нахожусь. И просто хожу по улицам, просто дышу, просто смотрю на магазины, на людей. Это просто... Я счастлива. Во-первых, как бы мое посещение Кыргызстана, оно никак не пересекается именно с какими-то политическими выборами или что-то в этом роде. Потому что изначально я и Павел, мы планировали, Антонина, мы планировали приехать в августе. Но потом мы получили известие обои, и мы подумали, что мы приедем в сентябре. И все время мы как бы были на связи с Русланом, с Эмилием, чтобы планировать наш приезд. Но после того, как после боя, естественно, этот промежуток между сентябрем и ноябрем, он был такой ответственный в плане премьера выходит, нужно быть здесь, нужно быть там. И вот наш отъезд как бы немножко перекладывался то на октябрь, то начало ноября. И вот уже в середине ноября мы приняли решение совершенно оно никак не пересекалось с какими-то другими. И мы приняли решение приехать, чтобы наконец-то быть на родине.